Заметные преображения. Вместо пустыря это место рядом с центральным стадионом в Назране изменилось до неузнаваемости в рамках реализации национальных проектов. Там построили новую воркаут-площадку, недалеко от нее скейт-парк и, наконец, здесь появилась новая кемпинг-зона. Бесплатное место отдыха для всей семьи или в компании друзей. 4 перголы, освещение, зона для барбекю и шашлыков. Здесь поставят плетеные стулья и столы. В общем, все для проведения отличного досуга. Озгун авыл даница заплетённый гандер латыш оны шаш костер рожечтеш сейрин багы динах багы цикл что шаш ахин багы мотики. Руслан Газиев, участник грантового конкурса по развитию туризма, в прошлом году вместе с товарищем разработал план и решил попытать счастье и принести пользу обществу, что у него и получилось. Совсем скоро на объекте ожидается официальное открытие. Наха пейт бабу хам духа малых худио ян что цилны гтяхвана или что мы думали мы кое-что было другое, кое-какие другие планы были, но я хам духа хман наха пользу ака худмиян что илны гтсацерт хваняда. Площадь объекта около 900 квадратных метров. Строительством занимались компании «Элитстрой» и «Юнистрой». В проведении работ принимали участие местные жители. Подрядчик таким образом решил поддержать ингушских мастеров, которые отлично владеют некоторыми техниками ремесла. Обработанные дыки – это специально китайские масла, обработать она стоит очень долго. Так, помимо этого, у себя был местный. Нахбабериш бяриш, шкаминаш, кадар хана, шимал бо нахман галай буз бякаш. Все работы выполнены благодаря реализации в регионе нацпроекта «Туризм и индустрия туризма», который запущен в России по инициативе президента страны Владимира Путина. Сейчас в республиканском комтуризме продолжается прием заявок на предоставление грантов в текущем году. Право получить грантовую поддержку имеет абсолютно каждый желающий. Он может обратиться или подать свои документы в комитет по туризму. Вся необходимая информация размещена на официальном сайте. Только в прошлом году в рамках реализации нацпроекта региону было выделено из федерального бюджета более 80 миллионов рублей для развития внутреннего туризма. Вкупе с региональным софинансированием сумма субсидий составляла 81,4 миллиона рублей. Данные грантовые поддержки выделяются для развития внутреннего туризма, для создания более благоприятной и развивающейся туристской среды, для строительства некапитальных модульных объектов, также для приобретения туристского снаряжения. В этом году претендовать на помощь государству могут почти в 2 раза больше предпринимателей. Комитет по туризму Ингушетии планирует отобрать 52 человека. Федеральная субсидия с учетом регионального софинансирования составляет более 186 миллионов рублей. Проекты должны быть реализованы до конца текущего года. Зелимхан Калоев, Султан Магушков, Новости 24.